Доброе утро, наши дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Настроение, надеюсь, у вас отличное, боевое, понедельничное. Что ж, какие же памятные даты ждут нас на сегодня? Давайте узнаем. Сегодня отмечается профессиональный праздник Гидрометеорологической службы России. В далеком апреле 1834 года, согласно распоряжению императора Николая I, в Санкт-Петербурге была учреждена нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория. С этого времени метеорологическая сеть России начала вести регулярные метеорологические и магнитные наблюдения по единому руководству. От компетентной и слаженной работы российских метеорологов во многом зависит не только экологическая ситуация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф, но и стабильное функционирование целых отраслей национальной экономики. Вот такой серьезный профессиональный праздник. Ну а сегодня также можно отметить день рождения международного выражения «Окей». Оно, как говорят, возникло в 1839 году. Нью-Йоркские демократы считают, что породили «Окей» именно они, дав название своему клубу Democratic OK Club. «Окей» сокращенно Old Kinderhook, или местечко, в котором родился тогдашний президент США. Справедливости ради нужно сказать, что вообще-то версий выдвигалось много. Поучаствовали и греки, ибо «Ола Кала» означает «все хорошо», и латиняне, писавшие «Omnio correcta», и финны, изредка роняющие «Oikea» правильно. Вмешались и гаитяне, которые утверждали, что порт Акае славится отличным ромом. Ну а совсем уж рьяные исследователи сочли, что появилось это выражение благодаря безграмотности президента Эндрю Джексона, писавшего «All correct» вопреки всем правилам. По поводу этой версии протестовали сторонники Джексона, утверждавшие, что это он у индийцев перенял их любимое словечко «Окей». В 1875 году русский инженер Павел Яблочков открыл так называемую электрическую свечу, служившую источником света. Это изобретение он сделал еще в России, в московской лаборатории, созданной на собственные средства. На родине он не нашел ни поддержки, ни понимания. Вскоре Яблочков оказался в Париже, где и завершил разработку конструкции электрической свечи. 23 марта 1876 года русский электротехник получил французский патент на его изобретение. Успех свечи Яблочкова превзошел все ожидания. Мировая печать пестрела заголовками: изобретение русского отставного военного инженера Яблочкова «Новая эра в технике». В феврале 1877 года электрическим светом были освещены фешенебельные магазины Лувра в Париже. 22 дуговые угольные лампы переменного тока свечи Яблочкова заменили 200 газовых рожков. Это была настоящая сенсация. Ну и в этот же день, в 1891 году, состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии. Именно в этой игре впервые была использована сетка на футбольных воротах. На заре футбола ворота представляли собой две вкопанные в землю деревянные палки и веревку, натянутую между ними. Такая веревочная перекладина стала обязательным элементом игры в 1866 году после скандального гола, забитого в одном из матчей. Мяч, запущенный высоко в воздух, прошел между штангами на высоте почти 3 метров. Но только через 2 десятилетия после этого ворота приобрели привычный нам вид. В 1890 году инженер Броди из Ливерпуля изобрел и запатентовал, наконец-таки, сетку для ворот, которая и была впервые использована в матче 23 марта 1891 года. Такое вроде бы мелкое изобретение, но настолько важное для результатов всех футбольных матчей. А как ты думаешь, многие любители футбола знали об этом факте? Нет, я думаю, мы их сегодня просветили. Да. Мы бы хотели напомнить горячую линию Минздрава Республики Саха-Якутия 8 800 114 03 и наша рубрика «Настрой позитив». Да, друзья, если у вас есть какие-то вопросы по поводу эпидемиологической обстановки или какие-то вопросы, куда обратиться, или вас беспокоит ваше здоровье, пожалуйста, позвоните на горячую линию Минздрава 8 800 100 14 03. Ну а сейчас давайте узнаем, какая погода. Да, давайте тогда перейдем к погоде. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улысы минус 11, минус 14, днем минус 3, минус 6. Заречье минус 15, минус 20, днем минус 2, минус 4. Южные Улусы минус 11, минус 16, днем плюс 1, минус 1. Вилюйские Улусы минус 9, минус 18, днем минус 2, минус 6. Нижнеленские Улусы минус 16, минус 24, днем минус 9, минус 14. Западные Улусы минус 3, минус 9,
Днем плюс 4, плюс 2, представьте себе, уже плюсовая температура. Колыма-Индигирские улусы минус 12, минус 23, днем минус 6, минус 15. Янские улусы минус 16, минус 20, днем минус 7, минус 12. На северо-западе минус 16, минус 28, минус 16, минус 27 днем. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 21 градус, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду, днем ожидается минус 2, минус 4 градуса всего лишь навсего. Друзья, хорошая погода, конечно же, хочется гулять, хочется дышать свежим воздухом. Давайте помнить про карантин для школьников. Конечно. И давайте, друзья, родители, не отпускать своих детей из домов. Пусть посидят немножко. Да. В рамках проекта «Добрая весна» на НВК вместе с благотворительным фондом поддержки детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха-Якутия Харсхал рассказываем о детях, которые требуется дорогостоящее лечение. И мы очень надеемся на вашу помощь. «15 октября 2012 году на свет родился замечательный ребенок Сережа. Родители были бесконечно рады рождению сына. Улыбчивый Сережка радовал родителей каждый день. Когда наступил 11-й месяц, врачи обнаружили детский церебральный паралич, статистическая диплегия. Следствием явилась задержка психоречевого развития, закрытая ринолалия. После этого начали лечение проходить. Здесь в городе Якутске, на Каландаршвили, медцентры, в Москве детства были, и в Новосибирске, в Китае были 3 раза. Уже тяжело было. Чуть ли не депрессия была первый раз. Ну, потом уже как-то привыкаешь. Вот. Но тяжело все равно, надо поднять на ноги ребенка, чтобы сам обслуживал себя, научился читать, писать, в школу ходил с другими детьми. Сложно представить, что они прошли, но сейчас видно, что мальчик развивается благодаря стараниям родителей и профессиональному подходу специализированных врачей. Сережа очень веселый мальчик, позитивный. Ну, все старается, все прихватить, вот, быстро все запоминает. Любит играть в компьютерные игры, телефонные игры. Занимаемся хорошо. Начинает рисовать, вот, очень интересуется. До прошлого года вообще не рисовал, а сейчас вообще хорошо начал рисовать. Как же здорово видеть развитие своего чада, особенно когда твой ребенок особенный. Сереже требуется лечение в медицинском центре «Сакура» в городе Челябинск, где стоимость лечения будет составлять неподъемную для их семьи сумму – 380 тысяч рублей. Реабилитация и разработка ноги жизненно необходимы ребенку после прошедших операций. Отец мальчика перенес инсульт с тяжелыми последствиями в 2018 году, а Вере приходится следить за ребенком круглые сутки. Я хочу, чтобы Сережа встал на ноги, начал говорить, первые шаги сделал вот, самостоятельно. Вот этого самое большое желание. Мы верим в добро сердец, и мечта матери увидеть самостоятельного сына сбудется с помощью вас, наших неравнодушных зрителей. Друзья, это программа «Новый день», и мы продолжаем наш эфир. Якутские лыжники с 15 марта по 10 апреля совершают лыжный переход от села Кюсюр Булунского района до города Нюрба Нюрбинского района. В годы Великой Отечественной войны по такому же маршруту якутяне добирались до призывного пункта, чтобы добровольно попасть на фронт и защитить Родину. Мероприятие это приурочено к 75-летию Великой Победы, посвящено лыжному переходу, который совершали якутяне в годы Великой Отечественной войны. В лютые февральские морозы 1942 года группа рыбаков во главе с курсантом Якутской военной школы Семеном Сюльским решили проделать путь от берегов Северного Ледовитого океана до призывного пункта в Нюрбе с единственной целью – попасть на фронт и встать на защиту Родины. Ну что ж, в Якутии стартует программа по переобучению и повышению квалификации женщин с малолетними детьми. И на эту тему мы пригласили нашего гостя Марию Бурцеву, руководителя отдела профессионального обучения. Доброе утро. Мария Доброе утро. Захаровна, доброе утро. Доброе Как настроение у вас? Очень хорошо. Ну, давайте про эту интересную программу. Да? Что это за программа, на кого она нацелена? Но с 2020 года органами службы занятости населения в рамках федерального проекта содействия занятости женщин, создания условий дошкольного образования для детей до 3 лет
В рамках национального проекта «Демография» реализуется мероприятие по переобучению, повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также для женщин, которые имеют детей до 6 лет. Интересно, Да. Ну, ежегодно мы должны охватить порядка 400 женщин. Это такая, скажем, ну, квота ваша, план, да? Да, это показатели, да, федеральные показатели, установленные именно нашей республике. И таким образом до 2024 года, в течение 4 лет, мы должны охватить не менее 2000 женщин. Ну, в целом целью мероприятия данного, да, является ну, повышение квалификации женщин, ну, предоставление, да, возможности повысить квалификацию на время нахождения в отпуске по уходу за ребенком, чтобы женщина не утратила свою квалификацию. А также вот для женщин, которые не работают и имеют детей до 6 лет, чтобы они получили новую профессию. Какие категории женщин могут пройти обучение по данному Четко мероприятию? сейчас вот эту Да. информацию, потому что я думаю, что многие мамочки в декрете мечтают научиться Конечно. чему-то новому, да? Да, у нас, значит, получателями услуги являются, ну, участниками, да, данного мероприятия являются 2 категории женщин. Первая категория – это женщина, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, то есть это женщина, которая относится в трудовых отношениях, которые имеют работодателя, да. Или возможно такое, что женщина находится в отпуске на условиях и работает на условиях неполного рабочего времени или на дому. Они тоже могут, да, участвовать в этой программе. И вторая категория – это женщина, которая не относится в трудовых отношениях и которая имеет ребенка до 6 лет включительно. То есть не работающая, работающая, да, которая может самос- и должна переучиться, по Да, идее, да? да. Смотрите, такой вопрос. Если, допустим, я по профессии, ну, допустим, я медработник, да, нахожусь в декрете, а хочу выучиться на повара, это реально? Можно так? Но, с одной стороны, цель программы именно по имеющейся профессии. Да? Первое, у нас есть специальная Повышение программа, да, квалификации. методика, которая устанавливает, что женщина должна, ну, как бы, которая В рамках своей относится в профессии трудовых всё-таки двигаться, да? отношениях, она должна по имеющейся своей профессии, ну, как бы, да, чтобы именно перед выходом на работу, на прежнее рабочее место, чтобы она повысила свою квалификацию или получила новую профессию, чтобы для перехода на другое рабочее место. Ну а в Всё каком-то понятно. частном порядке все-таки это возможно или нет? Возможно. То есть нужно просто да, консультироваться, да? Ну, есть женщины, которые планируют после выхода из отпуска ну, сменить место работы, да? Вот такие женщины, в принципе, могут пройти обучение. А вот профессии они ограничены, вот, Да. или как? Какой список профессий? Ну, в целом у нас 80, практически, да, порядка 80 наименований Основные образовательных какие? программ. Основные, по которым, ну, наиболее востребованы, да, на сегодняшний день для женщин, это профессии ну, в сфере здравоохранения, это медицинские сестры. И в части образования есть у нас очень много наименований программ, как менеджер в образовании, инновационные технологии в образовании. Но также востребованные программы это по закупкам, многие женщины обучаются, да, в Ну, новое соответствии с направление 44-м такое, федеральным как бы, законом. Да. перспективное. И Смотрите, как будет да? проходить обучение? Вот, Да. Расскажите. Значит, женщина, они должны, или работодатель имеет право обратиться в органы службы занятости, то есть это, ну, центр занятости населения по месту жительства или по месту нахождения. И ну, могут подать заявление, или женщина самостоятельно может найти свою образовательную программу или образовательное учреждение, да, ну, организацию, и с предложением тоже обратиться в центр занятости по месту Хорошо. жительства. Самый интересный такой вопрос. Женщины же будут студентками, какая-то мат-поддержка предусмотрена для студенток с детьми? Значит, стоимость обучения у нас варьирует от 10, можно сказать, да, минимальная стоимость обучения до 46 тысяч. То есть оно не должно превышать 46 тысяч. И срок обучения составляет в среднем, не должно тоже превышать 6 месяцев, то есть, да, максимальный срок обучения. И на время обучения женщинам, которые не относятся в трудовых отношениях, которые имеют детей до 6 лет, им выплачивается стипендия в размере Ну, МРОТ, это замечательные да, условия. плюс районный коэффициент. Куда можно позвонить или подойти, Да. чтобы все уточнить? Ну, те, которые находятся в городе Якутске, могут обратиться в наш фронт-офис по адресу Петра Алексеева, 19/3, или позвонить по телефону 507-805. Это Государственный комитет занятости населения. Мария Захаровна, у вас теперь будет наплыв мамочек из декрета. Большое спасибо, что Приглашаем. пришли и рассказали нам про эту хорошую Спасибо. программу. Что ж, мы далее перейдем к теме. В нашем краю охота стоит в приоритете. Действительно, мы считаемся охотничьим краем, да?
Это способствует интерес к многим стрелковым видам спорта. Спортинг, пулевая стрельба и так далее и тому подобное. Также появился новый вид, называется снайпинг. Об этом подробнее узнаем в следующем сюжете. Снайпинг – это соревнование в высокоточной стрельбе из нарезного оружия с открытой планкой и с использованием оптических прицелов. Программа соревнований включает в себя 4 упражнения. Первое упражнение называется «4 туза». Это новое авторское упражнение, в котором стрелку из положения лежа 4 выстрелами необходимо поразить фигуры мастей игральных карт, расположенных на мишени размера листа А4. Второе упражнение «Чубуку» является легендарным. Авторами данного упражнения являются Иван Гурьев и Спиридон Старостин. Задача стрелка 10 выстрелами поразить круглую мишень на расстоянии 400 метров и набрать наибольшее количество очков. Третье упражнение – дальний выстрел. Дистанция стрельбы 535 метров. В этом упражнении стрелок из положения лежа по команде должен поразить один из 3 гонгов, предварительно заказав тот, который собирается поразить. Стрелку даются 2 попытки. Четвертое упражнение «Снайперская дуэль» проводится среди лучших стрелков по результатам упражнения «4 туза». В данном упражнении участники делятся по парам по списку. Далее они оставляют оружие на огневом рубеже. Оно должно быть разряжено, магазин в руке, и по команде судьи стрелки подбегают к оружию, ложатся, заряжают оружие и должны поразить 2 цели. Тот, кто быстрее поразит свои мишени, выходит победителем в данном раунде и выходит в следующий круг. Проигравший выбывает из дальнейшей борьбы. В финальном раунде стрелки стреляют до 2 побед. Данное упражнение не входит в общий зачет, так как является отдельной номинацией. Ну что ж, обязательно надо будет пострелять, да, вот этот вид снайпинга, да, это очень интересная тема. Что ж, далее мы хотели бы перейти на новости. Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Стали известны результаты анализов на вирусную пневмонию 3 пассажиров из Якутии, прилетевших накануне из Вьетнама в Благовещенск. Все они отрицательны. Пациенты взяты под медицинское наблюдение. Напомним, накануне пассажиров, прибывших в Благовещенск из Вьетнама, встретили сотрудники Роспотребнадзора. 241 россиянину провели тепловизорный контроль и осмотрели. 3 человек с повышенной температурой на скорой доставили в Амурскую инфекционную больницу, где и были взяты анализы. Из числа прибывших 228 жителей Амурской области и 13 человек из других субъектов страны, в том числе и из Якутии. Всем прибывшим недавно выдано было постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области об изоляции по месту жительства. Указ о принятии дополнительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции подписал глава Якутии Эсан Николаев. Руководители организаций, согласно документу, уже с сегодняшнего дня должны иметь список всех работников с адресами фактического проживания и контактными номерами телефонов. Не допускать к работе сотрудников, прибывших из зарубежных стран, в том числе через другие города России, продолжительностью 14 календарных дней. Это касается и тех, у кого симптомы респираторных заболеваний. Информировать сотрудников, прибывших из зарубежных стран, Роспотребнадзор по номеру горячей линии 8 800 550 21 24. Также держать в курсе Госкомитет Республики по занятости населения о количестве сотрудников, перешедших на удаленные формы работы по понедельникам до 18 часов. Стоит отметить, некоторые работодатели практически мгновенно приступили к составлению списка фактического проживания своих кадров. Увольнение сотрудников в сложившейся экономической ситуации должны быть крайними мерами, предупредил премьер-министр страны Михаил Мишустин работодателей. Предпочтительнее вводить гибкие режимы работы труда. Это может быть сокращенный рабочий день или удаленка. За необоснованные сокращения и долги по зарплате правительство готово отменять мораторий на взыскание налогов. Сегодня можно и нужно использовать самые разные гибкие формы занятости людей. Это где-то может быть сокращенный день, где-то удаленка, которая в наибольшей степени соответствует, кстати, рекомендациям наших медиков. Но мы будем отдельно следить за тем, как идет перевод на удаленный режим.
Но увольнение даже в нынешней не очень простой ситуации должно быть крайней мерой. Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будет, соответственно, проверять трудовая инспекция, Федеральная налоговая служба и прокуратура. Также мы будем поступать, если будут жалобы на, соответственно, задержку в выплате заработных плат. До 500 звонков в сутки поступает на колл-центр Якутии из-за коронавируса. Самые часто задаваемые вопросы – это алгоритм действия после прибытия из-за рубежа. Жители республики по телефону горячей линии передают сведения о месте и датах их пребывания, возвращения и всю необходимую информацию. Контакты направляются медучреждению, чтобы организовать медицинское наблюдение. Сотрудники колл-центров напоминают каждому позвонившему о том, что даже если нет жалоб на самочувствие после прилета из неблагополучных из-за коронавируса стран, необходимо 14 дней оставаться дома. Отсчитать этот срок нужно со дня возвращения в Россию. Телефон горячей линии 8 800 114 03. Кроме того, якутяне могут проконсультироваться через онлайн-приложение «Медсеть». Министерством здравоохранения разработан онлайн-чат. Это отдельное бесплатное приложение «Медсеть». Можно скачать бесплатно данное приложение и обратиться круглосуточно к учреждениям здравоохранения. То есть по данному приложению можно не только вызвать врача на дом, но и обратиться по любым вопросам, по вопросам коронавируса. Матвей Евсеев предварительно лидирует с победой в дополнительных выборах народного депутата республики по Арктическому одномандатному избирательному округу. Эта победа – доказательство доверия избирателей, которое он заслужил своей работой. Матвей Николаевич принадлежит к числу тех руководителей, которые умеют видеть перспективные направления развития, собрать эффективную команду единомышленников и успешно организовать процесс реализации крупных проектов, написал глава республики на своей странице в Инстаграм. Евсеев набрал 46,9% голосов избирателей. На втором месте находится кандидат от «Справедливой России» Аркадий Клепечин, за которого проголосовали 35,2% избирателей. Выборы проходили 22 марта в Абыйском, Алайховском, Нижнеколымском, Устьянском районах. Всего проголосовали 5410 человек, это около 43% избирателей. Впереди много важной и актуальной информации, не переключайтесь. Ну что ж, действительно, нельзя быть, ну как сказать, надо быть постоянно на пульсе, скажем так, новостей. И что ж, мы хотели бы зачитать поздравления, потому что в прямом эфире мы имеем эту возможность. Здравствуйте, прошу передать поздравления. Поздравляю Ананину Надежду Николаевну с 65-летием. Желаем цветущей красоты, внутренней тишины, светлячков в глазах. Оставайтесь такой же непоколебимой оптимисткой. Пусть даже удача ходит рядом, а счастье будет вечным спутником. Из Якутска Александрова Полина поздравляет. Да, замечательно. С вами присоединяемся. Угу. И еще одно поздравление. Поздравляем нашу Ирину Алексеевну днем рождения. Будь счастливой, удивительно красивой, поразительно способной, стильной, яркой, самой модной. Ну, кто поздравил, к сожалению, себя не Аноним, но с представил. большими и с хорошими Да. пожеланиями. Друзья, ну а мы переходим к нашему гостю. Формат небольшого, скажем так, карантина вносит свои коррективы. Смотрите, какой у нас сегодня интересный опыт. У нас сегодня в гостях через связь по скайпу Таисия Батуева, руководитель центра «Мои документы». Да, и мы поговорим сегодня о том, как в условиях, скажем так, облегченной занятости работает МФЦ. Доброе утро, Таисия. Доброе утро. Ага, доброе дорогие утро. зрители. Звук появился, все нормально. Ну, Таисия, сейчас многие предприятия переходят на режим удаленной работы. Как-то это сказывается на работе МФЦ? Что у вас там? Как дела? Евгения, безусловно, наш центр также соблюдает все требования Роспотребнадзора и всех вышестоящих инстанций. В целях защиты здоровья наших посетителей, прежде всего, и сотрудников, мы также ограничили прием. С 18 марта, как был введен режим повышенной готовности, мы перешли на предварительную запись.
А с учетом того, что вот в выходные поступили свежие новости о том, что уже подтвердились факты Мгм. этого заболевания, да, в городе Якутске, мы приняли дополнительные меры безопасности и уже приостановили работу офисов, которые расположены здесь в городе Якутске, в помещениях, которые находятся в многоквартирных жилых домах. Поэтому у нас остались 2 дежурных офиса. Мы ведем Мгм. прием здесь, где я сейчас нахожусь, это Амосова, 18. Мы работаем здесь с физическими лицами, а юридические лица у нас могут обращаться по предварительной записи на Ярославского, 37. Мгм. А какие документы продолжаете принимать очно? Расскажите. Мы приостановили прием, прежде всего, по услугам, которые можно получить спокойно, самостоятельно в электронном виде на порталах. Это загранпаспорт, паспорт, Мгм. прописка, водительское удостоверение. А продолжаем вести прием, как я уже упомянула, по предварительной записи, по сделкам регистрации недвижимости и по иным услугам. Вся информация у нас размещена на нашем сайте, либо ее можно уточнить на нашем колл-центре. То есть Мгм. это те услуги, которые, скажем так, затрагивают финансовые интересы и ограниченное по времени получения каких-либо справок, верно? Безусловно, да, это и ипотечные сделки и прочее. Мгм. А как же воспользоваться удаленным способом подачи документов? Здесь достаточно очень просто. У вас должна быть подтвержденная учетная запись ЕСЕ на Мгм. портале госуслуг и Е-Якутия. Мгм. И знаете, Максим, по нашим данным статистическим, практически 90% взрослого населения Якутии уже зарегистрировано на этом портале. И там Мгм. просто следуйте инструкциям. Все инструкции мы также разместили у себя на сайте. И можем выслать прямой ссылкой по запросу наших Мгм. заявителей. Но это хорошо на самом деле, да, что 90% взрослого населения ориентируется, скажем так, в Достаточно электронных разумные, да? просторах. Но всегда есть этот небольшой процент, у которого возникает куча вопросов, куча непонятных Мгм. каких-то... Я не могу включить, я не могу зайти, я не могу открыть. Вот что делать таким гражданам? Прежде всего, можно обратиться к нашим специалистам в режиме удаленной консультации. Мы Мгм. очень оперативно с прошлой недели развернули чат, онлайн-чат на нашем сайте. Там сидят специалисты, которые работают также в офисе, но уже удаленно, и могут проконсультировать по любому вопросу, в том числе сориентироваться на портале, как на что нажать, какие услуги оформить и так далее. Да, еще раз продублируйте, пожалуйста, какие офисы не работают, а какие работают. Сейчас, с сегодняшнего числа, в городе Якутске работает офис Амосова, 18. Самый наш крупный офис, он работает с физическими лицами по Мгм. предварительной записи. И юридические лица также продолжают обращаться, Ярославского, 37, также по Мгм. предварительной записи. Все остальные наши офисы, это Лермонтова, 203 микрорайон, Жарницкого, Автодорожного, Винокурова, с сегодняшнего числа приостановили свою деятельность для Мгм. работы с посетителями. Ну и Таисия Львовна еще, наверное, в самом конце нашей с вами связи такой через интернет. Напомните нашим телезрителям, куда можно зайти, чтобы еще раз всю информацию продублировать, прочитать, или, может быть, адрес ваших соцсетей и справочных. Мгм. Вначале можно обратиться на наш сайт www.mfcsaha.ru. Наш колл-центр 8 800 100 ровно 22 16. И все Больш- наши аккаунты. Инстаграм, Фейсбук и так далее. Мгм. Большое Таисия, спасибо, спасибо. рады были вас видеть онлайн. Да, ну что ж, наши Взаимно. дорогие телезрители, мы желаем вам отличного дня на сегодня. И передаем якутскому блоку правоуправление.